Году здоровья Республики Саха-Якутия и Дню Республики хотим познакомить вас с историей становления физической культуры в ЯССР и с личностью Ивана Дмитриевича Баланова, который был одним из основоположников современных якутских национальных видов спорта. Физическая культура играла большую роль в жизни коренного населения Якутии. Различные игры и состязания существовали и развивались как неотъемлемая часть местной традиционной культуры. В якутском героическом эпосе Олонхо можно встретить описание различных игр. Так, главный герой Ниркун-Батур в процессе подготовки к выполнению своей миссии защитника народа Саха выполняет игровые и прыжковые упражнения, ворочает тяжелые камни, учится метко стрелять из лука и скакать на лошади. А в ходе боевой схватки с неприятелем побеждает его, применяя приемы якутской национальной борьбы хапсагай. В якутском национальном празднике Исых исключительно важную роль играли различные игры и состязания, в которых принимали участие люди всех возрастов. После установления советской власти начались масштабные культурные преобразования, затрагивавшие все сферы общественной жизни. Еще в 1918 году вышел декрет ВСИК об обязательном обучении военному искусству, впоследствии известном как Всеобуч. Его первоначальной целью являлась подготовка мобилизационного резерва для Красной Армии. После издания декрета о Всеобуче в Якутии началась деятельность по организации физического воспитания населения. 19 сентября 1923 года Президиум ЦИК Якутской ССР вынес решение об образовании Совета физической культуры в Якутии. 16 октября 1924 года председатель ЯЦИК Платон Ипсевич Аюнский опубликовал большую статью «Задачи физкультуры в Якутии», где в частности говорится: организация спортивных кружков, а также ведение физкультуры в школах первой и второй степени как обязательного предмета обучения с теоретической программой, основы биологии, анатомии и физиологии, школьной гигиены, подача первой помощи, истории, теории и методик упражнений. 28 сентября 1926 года ЯЦИК постановлением номером 232 утвердил новый состав Совета физической культуры при ЯЦИК с председателем Платоном Аюнским. 6 ноября 1926 года на заседании Совета по физической культуре и спорту при ЯЦИК выступил Платон Аюнский с целью определить, какие виды спорта целесообразно культивировать среди коренного населения якутов. По его выступлению было принято постановление, где работнику отдела по культуре и профсоюзов Ивану Дмитриевичу Баланову было поручено разработать и предоставить к следующему заседанию сообщение, какие виды спорта необходимо и целесообразно развивать и популяризировать среди местного населения. Уже через неделю, то есть 13 ноября, Баланов предоставил 7 видов спорта. 13 ноября ЯСФК протоколом номер 12 принял постановление передать собранные товарищем Балановым виды спортивных упражнений и игр среди якутского населения в учтехком для изучения их физиологической и педагогической ценности, выработать правила для проведения их и при разработке программ таковые включить. Сегодня из описанных Балановым национальных видов спорта якутские прыжки Кылы и Эстана, масс-рестлинг нашли дальнейшее развитие и в других регионах России. Поэтому Платона Алексеевича Аюнского и Ивана Дмитриевича Баланова по праву можно считать основоположниками современных якутских национальных видов спорта. Иван Дмитриевич Баланов родился 24 февраля 1889 году в Волбинском наследии Татинского улуса. В 1916 по 18 год учился в духовном семинаре города Якутска, работал рабочим в электростанции, воевал в отряде Радзинского, был председателем Ревкома, занимался продразверсткой, был солдатом ЧОН, марксистом агентства почты телеграфа. 1924 по 1929 года работал в газете «Кым» секретарем, заместителем редактора, затем редактором. Во время работы в редакции переводил статьи и распоряжения партии на якутский язык. Был первым режиссером-постановщиком в родном районе пьес Кукака клуба «Нурчатам Сейбет» Керген Кепсети в
которых играл главные роли. С 1925 года артист Якутской национальной труппы. С 1926 года член Совета городского пленума, член Президиума профсоюза Советов. 16 марта 1929 года назначен заведующим отделом народного образования Якутского горисполкома. Здесь он показал себя как талантливый, грамотный и требовательный руководитель. Развернул большую работу по развитию народного образования города Якутска и республики. После обучения на курсах Коммунистической академии города Москвы в 1932-1934 годах работал директором Якутской национальной библиотеки. В 1934 году получил назначение на работу в якутском представительстве в Москве. Был женат на якутской писательнице Анне Денисовне Нестроевой. Имели приемную дочь Акулину. Умер в 1934 году на родине от болезни. Похоронен в селе Черкях.